В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Трагедии на дорогах Ленска и Нерюнгри. Кто или что стали причинами дорожно-транспортных происшествий? Стройка века или одна из крупнейших в мире. Айсен Николаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-летию Байкало-Амурской магистрали. В настоящем будущее. Проекты и инновационные решения. В Мирнинском районе подвели итоги корпоративных форумов компании «Алроса». Вузы Якутии завершают прием документов. Сколько всего в этом году выделено целевых мест для обучения? Благодарственные письма и сувениры с символикой. Чем еще запомнился Эсэхаланхо? Женщина умерла на борту самолета, направлявшегося из Новосибирска в Якутск. Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Но, к сожалению, женщина 53 лет скончалась до приземления. Об этом нашему телеканалу сообщил представитель авиакомпании. По его словам, женщина прописана в Якутске. Самолет после вынужденной посадки продолжил полет. Другая трагедия произошла в Нерюнгри. Там один человек погиб и еще двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне. На проспекте Геологов столкнулись ВАЗ-2107 и Мазда. 19-летний водитель «Жигулей» при выполнении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Скорая помощь госпитализировала водителя и двух пассажиров ВАЗа, один из которых находился на переднем сидении и вскоре скончался в реанимации, не приходя в сознание. Водитель иномарки не пострадал, его пассажиру медики назначили амбулаторное лечение. В госавтоинспекции отметили, что виновник ДТП получил водительское удостоверение в октябре прошлого года. При этом никто из автомобилистов не находился в состоянии опьянения. Однако именно алкоголь стал причиной другого ДТП. Происшествие произошло воскресным днем в Ленске. Там из-за превышения скорости внедорожник съехал с дороги и опрокинулся. 37-летний водитель скончался на месте происшествия. Его пассажир, мужчина 84 года рождения, получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Выяснилось, что находившиеся в салоне распивали спиртные напитки. Пропавшего рыбака ищут в Мирнинском районе. Мужчины оставили товарища около Вилюйского водохранилища, а сами отправились проверять рыболовные сети. Рыбаки отсутствовали около 40 минут. Вернувшись обратно, они заметили, что их друг пропал. Самостоятельные поиски результатов не дали. Мужчины вернулись в поселок Чернышевский и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Поиски продолжаются. Напомним, ранее наш телеканал сообщал, что в Мигино-Кангаласском районе пропал еще один рыбак. Позже мужчина был обнаружен мертвым. К другим темам. В Якутске усилят технадзор за качеством дорожно-строительных работ. Об этом заявил заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников в ходе осмотра ремонтных работ на улицах города. Сегодня в столице республики идет капитальный ремонт на 19 дорожных объектах. Рабочая группа побывала на 4. Это Хаты-Нурякское шоссе, участок от Вилюйского тракта до улицы Курнатовского, улица Экспериментальная, мост Мархинка и улица Жарницкого. Зампред правительства дал поручение придерживаться подписанных графиков и усилить контроль в части качества. Работы планируют завершить до конца октября текущего года. Отметим, что порядка 25 километров дорог отремонтируют и построят в текущем году. Для этого потребуется 1,5 миллиарда рублей. Обсудили, что все-таки работы, которые подрядчики предлагают в октябре проводить, сместить на сентябрь. Потому что все-таки там уже погодные условия будут не очень. Нужно сейчас увеличить объемы для того, чтобы хорошие дни захватить. По Мархе здесь тоже объем большой, почти 200 миллионов рублей, 3 километра. Я зимой здесь проводил отчет, мы населению объяснили, что работа будет выполняться. И надо все-таки запланированно все сделать. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В город Тында, Амурская область, руководитель региона прибыл на поезде из города Нерюнгри. На месте мероприятий побывал и наш корреспондент Денис Тишин.
Стройка века и одна из крупнейших в мире железных дорог. Байкало-Амурская магистраль дала нашей стране второй выход к Тихому океану и природным богатствам Дальнего Востока. Ветераны БАМа и сейчас, спустя почти полвека со дня начала строительства магистрали, хорошо помнят, как все начиналось. Наша часть – это путевой батальон. Мы укладывали это после мостовиков, после механизированных батальонов, которые отсыпали. И у нас была звездно-сборочная база. Мы собирали звенья прямо на этой базе и вывозили и укладывали пути. 45 лет начала строительства Байкало-Амурской магистрали решили отметить по-особенному, под звуки военного оркестра, торжественным митингом и праздничным концертом. Поздравить железнодорожников, ветеранов Байкало-Амурской магистрали и жителей Тынды приехала целая делегация высокопоставленных гостей. Среди них заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих и генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров. Что виделось немыслимым в царской России, хотя такие идеи были, то, что не удалось сделать подневольным трудом, чему помешала война, то было сделано вами, вашей энергией, волей, трудом, упорством, инженерным талантом. Высокие гости не только отметили нелегкий труд строителей, но и поделились планами по развитию Байкало-Амурской магистрали. Так, в ближайшие годы вдоль БАМа будет активно развиваться социальная инфраструктура. В ближайшие 5 лет мы потратим большой объем вложений в то, чтобы социальную инфраструктуру развить здесь до нужного, необходимого современного уровня. Праздничное мероприятие посетил и глава Якутии Айсе Николаев. Он напомнил о вкладе земляков в создании малого БАМа, отрезка железной дороги от Амурской области до Якутии, и назвал строительство магистрали величайшим примером консолидации общества. Для нас, для Якутии, БАМ – это не просто железная дорога, это та магистраль, которая реально связывает нас со всей остальной частью нашей великой страны. Это дорога, которая позволила нам развить всю Южную Якутию, и благодаря которой развивалась и развивается вся сегодня Якутия. Айсе Николаев особенно подчеркнул, что благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали в Якутии 27 июля открывается регулярное пассажирское сообщение со станции Нижний Бестях. Денис Тишин, Тында, Амурская область. В аэропорту города Мирного сооружают утепленный авиационный ангар для размещения воздушных судов класса «Сухой Суперджет-100». Кроме того, в нем можно будет проводить наземное обслуживание машин и необходимые регламентные работы. Появится также возможность осуществлять полные формы технического обслуживания, не покидая базового аэропорта. Объект введут в эксплуатацию уже в августе этого года. Размер конструкции по внешнему периметру составляет 37 на 37,5 метров при высоте ворот в 12 метров. Мы реализовываем этот проект в течение 1 года, но возможность, необходимость, она может быть и раньше была, но сейчас вот она более, так сказать, назревшая. Ну, современная техника, да, которая идет на замену отечественной, уже устаревшей, скажем так, более техники, конечно, у нее требования дорогостоящие достаточно воздушные суда, и собственники сходятся к тому, что, конечно, если есть возможность, временно размещать в морозы технику в отапливаемом помещении. Активные работы по благоустройству города продолжаются в Ленске. Строители асфальтируют дороги, укрепляют и ремонтируют отдельные жилые дома, размечают дорожное полотно. Производят и другие виды работ. На одном из объектов побывала и наша съемочная группа. Лето – лучшая пора для того, чтобы выполнить работы, невозможные зимой. В первую очередь, таким видом работ относится укладка тротуарной плитки. Нынешним летом строители вышли на 2 улицы – улица Ленина и Победы. Именно на этих 2 центральных улицах еще остались участки тротуаров, не покрытые плиткой. Они и стали объектом первоочередных работ строителей. Технология прежняя – отсыпка территории песком, монтаж плит и обустройство бордюров. Местами резко тротуарного полотна до необходимых размеров. Заказчик работ – муниципальное образование город Ленск. Работы продолжаются согласно контракту. Данные участки являются одними из самых многолюдных, поэтому жители города положительно оценивают работу администрации и строителей. Во-первых, красиво.
и грязи не будет. Ну, немножечко, наверное, повыше надо было сделать все-таки, как бы не заливала вот эта вода. А так очень положительно. Город у нас просто делается красивее. Очень приятно ходить по такому тротуару, очень приятно. Такую точку зрения выражают все жители города. Красота тротуаров, их обустройство – неотъемлемый атрибут современного города. А удобство ходьбы по ровной, чистой от песка и пыли дорожке – залог здоровья и безопасности граждан. Ленчане довольны и выражают надежду, что со временем тротуарная плитка появится на всех улицах города. Сергей Евсюков, Денис Семенов, Ленск. Жители Якутска останутся без холодной воды. Временные ограничения связаны с промывкой и дезинфекцией. Работы начнутся сегодня и завершатся в четверг, сообщает пресс-служба водоканала. Отключение запланировано с 22 часов до 6 часов утра вторника. Кварталы, которые попадают под ограничения, вы видите на своих экранах. Другие микрорайоны города во вторник и среду также останутся без холодного водоснабжения с 22 часов до 6 часов утра следующего дня. К слову, неудобства для якутян на этом не заканчиваются. Вдобавок к этому в столице региона ожидаются временные отключения цифрового телевещания. Почти 2 недели с начала этой и до конца следующей будут проводить работы по демонтажу оборудования аналогового вещания с телебашни города Якутска в будние дни с 10 до 17 часов. По завершению работ цифровое эфирное вещание 1 и 2 мультиплексов, а также радиоканалов «Радио России» и «Маяк» будет производиться в штатном режиме. 4 проекта в 2018 году и 5 инновационных решений в этом. Таковы итоги 2 корпоративных форумов компании «Алроса» в настоящем будущее. Если на первом молодые специалисты готовили проекты на выбор заранее, то участники этого года были ограничены 3 днями и решали реальные производственные проблемы. Помешало ли это молодым специалистам успешно справиться с заданиями, расскажут наши коллеги. В 2018 году в «Алроса» прошел первый корпоративный форум «В настоящем будущее». На нем решили собрать инициативную молодежь. Тех, кто готов представить авторские уникальные решения, как сделать работу алмазной компании эффективней. Тогда в форуме участвовали 63 молодых специалиста. Для ребят провели семинары с бизнес-тренерами. А также они представили свои проекты, 4 из которых получили поддержку и одобрение топ-менеджмента. Например, проект, помогающий новым работникам адаптироваться в коллективе, уже внедряется в «Алроса». В 2019-м молодых специалистов ждал новый формат форума – чемпионат по решению реальных производственных задач по 4 направлениям – горное дело, геологоразведка, промышленная автоматика, закупочные процедуры. Участники предложили 21 решение. Идеи молодых специалистов удивили экспертов. Здорово, что ребята подсказали дополнительные, посмотрели на эти проблемы под другим углом зрения. Интересная информация в части геологоразведки и, например, те гипотезы, которые мы дали ребятам проверить, они также и укладываются в то понимание решения вопросов, которые есть у нас по геологоразведке. Те участки, с которыми ребята работали, мы действительно планируем выйти на их обследование дополнительное в ближайшие 2–2,5 года. Также генеральный директор «Алроса» отметил необычные решения в направлении горное дело. Например, тема разработки алмазных россыпей «Салур-Восточная». Это месторождение в 25 километрах от Мирного. По мнению руководства «Алроса», его отработка поможет дать дополнительное сырье для обогатительной фабрики номер 3. Предложили способ скважинной гидродобычи, получается, в крест простирания пласта по плотику, так называемому, бурить скважину и потом снизу вверх горячим паром лентами промывать наши пески полезного ископаемого, откачивать все это на поверхности, делать первый этап обогащения, отсеивать ненужные фракции. Метод по освоению месторождения «Салур-Восточная» команды «Сталагмит» признан экспертами самым инновационным в горном направлении. Теперь молодые специалисты совместно с учеными из Института «Якутнепроалмаз» просчитывают все риски и производят расчеты. Если после этого проект одобрят, его внедрят в работу алмазной компании. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». ВУЗ Якутии завершает прием документов. Сколько всего в этом году выделено целевых мест для обучения? Благодарственные письма и сувениры с символикой. Чем еще запомнился Эцехаланхо? Якутия-24 и главные итоги уходящего дня.
Вузы Якутии завершает прием документов. В Якутском институте водного транспорта республиканская приемная комиссия, куда входят и представители центровузов, рассматривает поступившие заявления. Ранее на заседании комиссии разбирали заявления ребят, желающих поступить в технические и гуманитарные высшие учебные заведения. Сегодня члены комиссии подсчитывают итоговые баллы и дают рекомендации тем ребятам, которые подали документы в медицинские вузы. Всего в этом году в центровузы выделено 165 целевых мест и еще 6 в центральные и средние учебные заведения. Впервые целевой прием осуществляется не от конкретного субъекта на определенные места в вуз, а представители различных субъектов могут конкурировать в поступлении на эти целевые места. Поэтому на самом деле мы планируем, что прием этого года он будет проходить в 2 этапа. В эти дни, вот сегодня понедельник, это 3-й день работы. Дополнительно мы также осенью будем поддерживать и отдельно будем комиссионно рассматривать тех ребят, кто будет поступать на целевые самостоятельно. Благодарственные письма и сувениры с символикой. Итоги ИСЭХа «Ланхо» на Намской земле подвели в Якутске. Заместитель председателя правительства Ольга Балабкина поблагодарила всех. Администрацию района, организаторов, режиссерско-постановочную группу за сплоченность и плодотворное сотрудничество. Напомним, праздник прошел в 20-х числах прошлого месяца и был отмечен как самый зрелищный. Бригада художников и местных мастеров создали каноничные строения за 42 миллиона рублей. ИСЭХа «Ланхо» посетили делегации из 32 районов республики, а также гости из других регионов и стран. На мероприятии открытия и закрытия ИСЭХа «Ланхо» было задействовано примерно около 3000 человек, но в основном из них где-то 2000 намские. Очень много было вот таких инициатив граждан, которые сами изъявляли желание что-то сделать, чем-то помочь. Местное население Намского УСа полностью приняли участие в организации и проведении этого ИСЭХа. Что случилось с матерью и какова дальнейшая судьба малышей? В этом предстоит разобраться инспекторам Комитета охраны природы Нерингринского района. Там 2 медвежонка осиротели. На автодороге Лена их вместе с медведицей подкармливали дальнобойщики. Через некоторое время у трассы остались только 5-месячные малыши. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Буквально неделю назад мы рассказывали о том, что на трассе Нерингри-Алдан в промежутке между рекой Большой Дурай и поселком Хатыми фотографу Юрию Коковину удалось запечатлеть медведицу с медвежатами. Спустя неделю на дорогу стали выходить одни медвежата, без мамы. Я их видел одних, но они точно так же уже поведение выбегают, но ненадолго. Выбегают, это к дороге мужики, которые автомобилисты едут, бросают снова еды, они снова свой кусок еды получают и убегают в лес. Но они и заметно в поведении у этих ребятишек, это самое стало, что они когда были с матерью, они играли, а теперь они не играют. У них, то есть, забота о том, чтобы только покушать. 3-4 раза в день, точно по расписанию, голодные звери выходят поесть людской еды на определенный участок дороги. А что случилось с медведицей? У Юрия Николаевича 2 версии. Там прямой участок дороги, очень ровный, скорость большая. Это могут сбить автомобилем, грузовым или легковым, но опять же были бы следы. И вторая версия, которой я больше верю и сам себе, думаю, что это все-таки результат браконьерства. Это приехали специально, целенаправленно охотники. Медведица очень выглядит респектабельно, сытая, крупная, с хорошей шкурой. Это самое. Я думаю, что ее все-таки убили. Сотрудники Комитета охраны природы также в курсе данной ситуации и обеспокоены судьбой маленьких сирот. Медвежатам предположительно 5 месяцев. В природе они не разлучаются с матерью до 2-3 лет. То есть вполне возможно, что одни они уже не выживут. Вышли на Артудайду. Нам сказали, конечно, что, к сожалению, мест нет, потому что зоопарк переполнен. В другие зоопарки по всей России мы обращаться не можем, потому что это проблематично. Все зоопарки переполнены. Так как остались без матери, они, скорее всего, погибнут естественной смертью. То есть их, скорее всего, задавит взрослый медведь. Если, конечно, такое не случится, то они обречены на голодную гибель. Почему? Потому что они еще маленькие, им даже года нету. И мама их еще не научила, как добывать пищу, как делать берлоги и так далее.
Покормить медведя равняется его убийству. Приученные с самого детства к куску хлеба дикие животные обречены на неименуемую погибель. Водители, которые прикармливают забавных зверят, не подозревают, что они подписывают им смертный приговор. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Концерты, конкурсы, выставки, вручение наград и многое другое. В Якутске с размахом провели День семьи, любви и верности. Впервые в нашей стране этот праздник отметили в 2008 году. Почему за это время он стал популярным и любимым среди населения, расскажет Анастасия Кобызева. Все сдобрить улыбкой сердечной и лаской и с утренним кофем подать эту сказку. У каждой семьи свой рецепт счастья, доверие и забота. Главные ингредиенты, уверены Андрей и Ольга Бабиковы. Они вместе со своими детьми участвовали в творческом конкурсе «Папа, мама, я. Вместе дружная семья». Он прошел среди работников энергетической отрасли. Достойно пройти все этапы конкурса, как и жизненные трудности, им помогла любовь друг к другу. Это у нас уже, можно сказать, династия. У нас дед также работал в энергетике. Ну и мы продолжаем. А дети будут продолжать, как думаете? Ну, это их выбор. Дальше посмотрим. Если захотят, то мы не против, в принципе. Терпение – основа всех отношений, уверены Николай и Ольга Москвитины. С этим, конечно, не поспоришь, ведь вместе они уже 45 лет. У них 3 детей, 10 внуков и 1 правнук. В этот знаменательный день чета Москвитиных получила медаль за любовь и верность. Точно такую же награду получили еще 99 семей по всей республике. Взаимопонимание, уважение и поддержка. И надо много сил, здоровья и, самое главное, терпения и, мудрости в семейной жизни. Каждый год в Якутии появляются более 6000 семей. С начала этого года зарегистрировано 2619 актов о заключении брака. Как нам пояснили в ЗАГС, эта цифра с каждым годом снижается. Связываем это мы с тем, что сейчас наступило время вступления в брак детей 90-х годов. Ну а все мы знаем, что в период 90-х годов была, скажем так, демографическая яма, да? Ну и, соответственно, вот это и влияет у нас на количество заключенных браков. Дата праздника выбрана не случайно. В этот день церковь вспоминает святых Петра и Февронию, покровителей брака. Будем надеяться, что День семьи, любви и верности будет укреплять идеалы семьи. И все больше людей будут переступать порог дворца бракосочетания, где и будут создаваться крепкие ячейки общества. Анастасия Кобызева, Джулсан Иннокентьев, Григорий Хлопков, Якутск. Кроме того, в День любви, семьи и верности сегодня православные вспоминают святых Петра и Февронию. В Алдане его традиционно отмечает местное казачество, укрепляя и пропагандируя семейные ценности. Шумно и весело на казачьей заставе. В гости к алданским станичникам пришли все, для кого семья – это не только ячейка общества, но и поддержка, забота друг о друге. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в России. На нашей казачьей заставе мы каждый год этот праздник отмечаем. К нам собираются тут люди, приходят, у нас всегда своя кухня, и мы кормим всех людей. Ну, этот праздник, мне кажется, нельзя не отметить. И мы очень рады, собравшись здесь, да вообще рады, что есть такой праздник, День семьи, любви и верности. Без этого жизни не может быть у нас. Который год на личном примере казаки показывают, как можно и нужно отдыхать и развлекаться всей семьей. Для этого не требуются огромные капиталовложения. Достаточно ценить и понимать друг друга, и тогда любое дело спорится, и каждый вносит свою лепту. Семья для меня – это что-то родное, что сближает многих людей, что дает тебе тепло, доброту, любовь. Вот это вот я называю семьей. С каждым годом семей, приходящих отметить и посмотреть на праздник, становится больше. Здесь нет случайных людей, нет разговоров о политике. Здесь царит единение, которое выражается в песнях, танцах, подвижных играх и даже в трапезе, то есть в тех ценностях и традициях, которые присущи каждой семье. Время такое пришло, что очень много семей распадается, то есть люди перестали друг другу доверять. Мое отношение к тому, что в семье должно быть самое главное доверие, любовь. И вот эта самая верность, это не просто слово верность, это когда ты точно знаешь, что твой тыл прикрыт. Я желаю всем семьям
быть сплоченными, доверять и любить друг друга. Несмотря на то, что в этот день совершается чествование именно православных святых Петра и Февронии, праздник поддерживают все официальные конфессии российского многонационального государства, потому что настоящие семейные ценности не имеют национальности и вероисповедания, а являются прописными истинами. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.